Программа гемодиализа, а это лечение пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, проводится на территории республиканской больницы. Туда мы и отправились. Дорогостоящую и высокотехнологичную медицинскую услугу жителям Абхазии оказывает медперсонал абхазской медицинской компании. Она выплачивает медикам зарплату, проводит текущий и экстренный ремонт оборудования, отправляет на обучение специалистов. Тогда, когда открылось отделение гемодиализа, у нас состоял на учете в пределах 20 человек. Но, как правило, рост пациентов растет с тем темпом, насколько высоко оборудование здесь. Раньше эти пациенты, многим было известно, выезжали за пределы республики, там же они оставались жить, поскольку эта процедура проводится пожизненно, 3 раза в неделю, по 4 часа, поэтому они привязаны к этому диализному месту. И все, в принципе, вздохнули легко тогда, когда открылось здесь отделение диализа. С годами количество пациентов увеличивалось, сейчас у нас уже 40, и их темпы растут, 15 человек в год. И я очень благодарна, конечно, я очень переживаю за пациентов и благодарна и Минздраву, и компании, что мы вот так вот бесперебойно можем осуществлять. Поскольку процедура гемодиализа достаточно дорогостоящая, пациенты нигде в мире не оплачивают ее самостоятельно. В России она обеспечивается в рамках обязательного медицинского страхования. Нашим гражданам услугу оплачивает Минздрав. На это отведена специальная статья бюджета. За своевременность оказания медицинской помощи, ее качество и регулярность отвечает абхазская медицинская компания. Все расчеты производятся по безналичной схеме. У нас учредителем является компания «Митака», основным учредителем, да. И все заключен договор с Минздравом, государственный контракт. Все перечисления проходят через расчетный счет, через банк. Все сотрудники зарегистрированы на карточках АПРА, и зарплата выдается строго тоже через банк. То есть наличных движений у нас в кассе нету. Да, кассы нет. У меня даже в бухгалтерии подотчетного лица нет, потому что все даже операции, закуп там веников, растворов, средств таких мы осуществляем через расчетные счета. Депутата Алмаса Джапова мы все прекрасно знаем, да, и насколько я знаю, он тоже человек, который не руководствуется всякими домыслами, всякими там оговорками непонятными, да, и меня это крайне удивило, потому что на самом деле ситуация не такая. Я ее просто знаю изнутри, да, и ради бога учредительные документы, это да, хоть это и секретная, коммерческая тайна, но если коль такое дело, я думаю, что нам и разрешат их показать. Ради бога, смотрите. Вопрос осуществления гемодиализа в Абхазии ставился давно, но возможности государства в этом плане были минимальны. Ни оборудования, ни инфраструктуры, ни специалистов в республике не было. В 2010 году Минздрав Абхазии подписал договор с федеральным унитарным госпредприятием «Медтехника», управление делами при президенте России. По этому договору фирма «Медтехника» безвозмездно поставила в Абхазию 5 аппаратов для гемодиализа с последующей передачей в собственность Министерства здравоохранения страны. Со своей стороны Минздрав Абхазии обязался покупать расходные материалы, необходимые для работы этого оборудования у фирмы «Медтехника». В 2011 году свои контрактные обязательства «Медтехника» передала британскому холдингу «Митака». В 2012 году Минздрав подписал договор с холдингом, по которому компания «Митака» продолжает эксплуатировать медоборудование, производит текущий и срочный ремонт, а Министерство здравоохранения продолжает покупать расходные материалы у холдинга. Нам необходимы были партнеры, с кем мы дальше должны были продолжить эту работу. Потому что из-за вполне объективных причин, то есть недостаточность финансирования бюджетного, и периодически возникающее несвоевременное поступление платежей, оно диктовало свои условия. То бишь у нас должны были быть партнеры, которые смогли бы непрерывно дальше осуществлять данную программу. Мы выбрали компанию, учитывая положительный опыт с Митака. Митака, в свою очередь, продолжила работу на территории Абхазии с компанией «Абхазская медицинская компания».
Министерство здравоохранения Республики Абхазия, учитывая все положительные, отрицательные стороны, взвесить все за и против на, как мы считаем, на самых выгодных условиях для государства и для пациентов, значит, выбрала компанию, абхазская медицинская компания, которая на прежних условиях позволила без нарушения самого лечебного процесса позволить дальше работать. Можно ли ее назвать дочерней компанией, это компания Митака? В данном случае, да, я думаю, можно, потому что, насколько мне известно, значит, абхазская медицинская компания является дочерней компанией Эверест, которая в свою очередь входит в холдинг Митака. В 2015 году срок контракта истек. Работа с холдингом Митака была прекращена, в результате чего, согласно контракту, гемодиализные аппараты были переданы в собственность Минздрава Республики. Учитывая, что государство периодически может задерживать оплату по различным объективным обстоятельствам, связанным с наполнением бюджета, и чтобы не подвергать риску жизнь пациентов, наиболее оптимальным решением Минздрав посчитал сотрудничество с абхазской медицинской компанией. До сих пор мы с ней работаем, и нареканий, во всяком случае, с нашей стороны к ее работе нету. Все прошло достаточно гладко, безболезненно. И условия, еще раз говорю, для нас, на наш взгляд, самые выгодные. Кто возглавляет компанию? Компанию, вы имеете в виду абхазская медицинская компания, мы возглавляет ее, и контракт с кем был подписан, господин Оторба. Какова сумма бюджетных средств направлена именно вот на этот проект? Значит, в результате того, что за счет, значит, нового партнера, за счет нового контракта, абхазская медицинская компания дополнительно, помимо тех 5 аппаратов, которые уже стали собственностью Министерства здравоохранения и которые мы дали в безвозмездное пользование абхазской медицинской компании, помимо этого она привезла 4 еще своих новых аппарата. И в результате этого количество пациентов, естественно, которые обслуживаются по данной программе, мы смогли увеличить. Соответственно, если до этого это составляло 25 пациентов, которые мы постоянно могли обслуживать на этих аппаратах, то сейчас их более 40 уже. В конечном итоге по той программе, которая есть сейчас, порядка 35,5 миллионов рублей, это которое планируется на этот год для того, чтобы более 40 человек пролечить на современном уровне по программе гемодиализа. Главный плюс работы госструктур с абхазской медицинской компанией – это принцип одного окна. Если раньше, чтобы обеспечить программу гемодиализа, должны были отдельно искать контракт на расходные материалы, отдельно иметь контракт с фирмой, которая обслуживает эту технику, отдельно платить заработную плату специалистам отделения гемодиализа, отдельно закупать сопровождающие лекарственные препараты, базовые и дорогостоящие, то есть порядка 5-6 направлений, где должны были быть отдельные договора либо движение финансовых средств. Вместо этого Минздрав только производит оплату. Все остальное делает абхазская медицинская компания. Батал Кация категорически опровергает домыслы о том, что якобы данная компания получила контракт с Минздравом, вынудив другую некую фирму разорвать договор. То есть нас никто не заставлял, и нас не может никто заставить это сделать. Во-первых, это и во-вторых, то есть мы, я не знаю, не давали повода еще ни разу думать, что какое-то действие могли совершить, которое бы в первую очередь, еще раз говорю, помешало пациентам, и во-вторых, где-либо ущемило бы права или интересы нашего государства в лице Министерства здравоохранения. Достаточно гибкие условия работы. Это очень важно, потому что сейчас, например, элементарно, если взять пример, в Российской Федерации максимальная отсрочка платежа по поставке, например, медикаментов, это при очень большом блате 45 дней. Поверьте, а эта компания позволяет за счет своих ресурсов, значит, нам расширить вот этот диапазон времени. И почему наш опыт работы с компанией Митака считаю положительным? Потому что когда произошел знаменитый скачок доллара, так называемый, при этом при всем компания Митака пошла навстречу Республике Абхазия и, не выходя из той же ценовой политики, по той же цене аналогичного качества нашла и поставляла сюда
расходные материалы. При всем при том, что я думаю, что с экономической, финансовой или, скажем так, коммерческой точки зрения, думаю, что это было гораздо менее выгодно, чем, допустим, она могла бы, ну, говоря между нами, стать в позу и сказать: нет, покупайте только вот эти и по такой цене. Опыт работы с компанией «Митака» замминистра здравоохранения считает положительным еще и потому, что в период так называемого долларового скачка фирма сохранила для Абхазии первоначальные цены. Стоимость услуг и оборудования, расходных материалов республика оплачивала по самой низкой в мире цене, что, по мнению Батала Каци, отметает всякие обвинения в наживе. Помимо этого, абхазская медицинская компания была создана в том числе и с целью налоговых отчислений в республиканский бюджет. Что касается, допустим, того, кто чей сын и все прочее и так далее, то есть я считаю, если бы даже была такая ситуация, если закон не нарушен, если интересы государства не ущемлены, если компания работает эффективно, вот, и я считаю, что в данном случае надо именно смотреть на интересы государства и на эффективность работы партнера. Временный контракт, поэтому если будут другие условия, если будут партнеры, которые при аналогичной ситуации предложат нам лучшую цену, то есть меньшую цену, соблюдая все прочие остальные условия, естественно, мы сможем прервать контракт и заключить с другой компанией. Кстати, сама абхазская медицинская компания это понимает, предупреждена об этом, и у нас, то есть, никаких обязательств дополнительных нету. Абхазская медицинская компания подготовила собственных специалистов, инженеров, которые полностью контролируют техническое состояние сложнейшего медоборудования. Она закупает необходимые препараты и приборы, чтобы иметь возможность оказать услугу всем, кто в ней нуждается. Белла Кварчия, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.